we learned different types of self-contained organisms. Они не танцуют по первой же причине и не поют песни, как это принято в индийском Болливуде. Эти молодые люди приехали в Ингушетию с одной целью – получить высшее образование. У этой группы студентов из Индии пара по биологии. Первокурсники изучают процесс плазмолиза и деплазмолиза клетки. Всю жизнь мечтала быть врачом, доктором, и представилась такая возможность поступить в Ингушетию. Родители и она слышали очень много хорошего о нашей республике, да, что здесь очень спокойно, что очень дружелюбные люди. Молодые, приветливые и любознательные. Так описывает своих индийских подопечных куратор Эмма Мальсагова. Студенты внимательно слушают своего лектора и периодически задают вопросы. Пока самое сложное для преподавателя – запомнить непривычные имена студентов. Они очень коммуникабельные, очень интересные, очень раскрепощенные, задают очень много вопросов, по-настоящему интересуются темами. Очень старательные. Если вы просто откроете, посмотрите их тетради, вы будете удивлены. Достаточно адаптированные, не чувствуют себя чужими. В Индии на сегодня насчитывается свыше 400 языковых разновидностей и 2000 диалектов. Из всего этого разнообразия главным языком страны признан хинди, который входит в школьный курс, как и английский. Поэтому все студенты говорят на этом мировом языке, как и преподаватели, которые читают лекции иностранным студентам. Благодаря нашему руководству, в общем-то, в принципе, мы укомплектовали очень хорошо и занятия, и преподавательский состав, все англоговорящие, и все занятия преподаются по программе на английском языке. На сегодня в Ингушском государственном университете учатся свыше 100 студентов из Индии. Часть из них из-за визовых проблем в республику пока еще не приехали и учатся дистанционно. А эти две группы уже несколько недель ходят на пары. Я шел к этому целенаправленно. Я окончил среднюю школу в Индии. По согласованности со своими родителями я приехал в Ингушетию. Мне здесь очень нравится. Стать доктором была моя мечта с раннего детства. Я хочу быть анестезиологом. В республике мне очень нравится то, что каждый старается тебе помочь. Нет проблем с коммуникацией. И да, я считаю, что здесь я получу достаточные знания, чтобы стать отличным доктором. Для Ингушетии это первый опыт, когда более сотни иностранных студентов заинтересовались нашим университетом. Здесь и раньше учились студенты из таких стран, как Афганистан и Пакистан, но не в таком количестве и не на медицинском факультете. Специалисты из Индии, прежде чем отправить своих абитуриентов к нам в регион, заранее ознакомились как с качеством оборудования, так и компетентностью преподавателей. Как показала практика, результат их более чем устроил. Обучение сейчас идет базовым именно предметам, которые идут на первом курсе, соответственно. Это как физика, это как русский язык, латинский язык, биология, химия, то есть данный вид дисциплин, и анатомия, в свою очередь, самый такой профилирующий предмет для медицинского работника. Сюда приезжали кураторы, посмотрели нашу материально-техническую базу, соответственно, были в восторге. И руководство вуза, соответственно, в свою очередь, сделало много всего, чтобы эти граждане учились у нас. Заинтересованность иностранными студентами наблюдается не только в Ингушетии, но и в других регионах страны. Общее количество студентов из других стран выросло за последние 3 года более чем на 26 тысяч. Так, в прошедшем году в вузы страны поступили свыше 320 тысяч иностранных студентов. Муслим Ганиев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.